моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Здравствуйте! В эфире передача «Мой спорт». В сегодняшней передаче вы увидите: Центр изучения ушу и цигун провел открытый кубок Небесной реки. Красный угол, красный Петровский, Василий, синий Кирилл Владислав. Последние занимались подготовкой автомобиля друг друга. Видели, знают, посмотрим, как проводится. Руками и ногами. Удар в голову, двигайся, пытался провести. Захват разрешается не более 3. Результат оказался противным. Если состояние нокаута может бросить на победную ногу, балл разрешается. Осталось 10 минут до конца раунда. 2 балла. Стоит после красного угла на самом краю. Двух раундов держал и в бою в целом спортсмен красного угла Петров Василий. Итак, первый раунд. Весовая категория до 50 килограмм. Красный угол Тимофеев Семен. Это его первый бой. Занимается 2-й год. Синий угла выступает Тарас Беляев. Он занимается также 2-й год. В этом бою единогласным решением судьи победу держал спортсмен синего угла Тарас Беляев. Так начался первый раунд. Как я уже говорил, Петухов Василий. Так, здесь не зачитано. Петухов Василий выполнил норматив кандидата мастера спорта на чемпионат Дальнего Востока, заняв призовое место. Его соперник Евгений Дедицев вы, наверное, видели на международном фестивале боевых искусств в прошлом году. И в позапрошлом еще году. Обоюдное падение за пределы площадки, не засчитывается действие. В позапрошлом году в рейтинговом бою, то в прошлом году он выступал против именитого мастера ушу, чемпиона Китая, чемпиона 1 балл оценки за действие. Чемпиона, победившего на международном фестивале. Здесь оценивается 2 балла. Выталкивание оценивается 2 балла за первое выталкивание.
Выход спортсмена за пределы площадки первый. Победу держит спортсмен синего угла Евгений Зергенидзе. Первый бросок проводит спортсмен синего угла, зарабатывает 1 балл. Любой удар рукой в голову оценивается нокдаун и вывод за пределы площадки. Мы видим классический прием Саньда, проход в ноги, падение на соперника. В третьем раунде путем повторного вывода соперника за пределы площадки победу одерживает Николай Фадеев. Итак, первый раунд. Снова выступает Леонид Степанов. Кандидат мастера спорта. Призер чемпионата Дальнего Востока. В этом бою победу одержал и получил звание победителя Кубка Небесной Реки до 75 килограмм Евгений Зергенидзе. Ну, у нас традиционный турнир, это второй турнир, Кубок Небесной Реки. Турнир проводится для того, чтобы к началу, так сказать, сезона подготовить ребят к тому, чтобы они, завоевав какие-то медали или не получив даже медали, стремились к тому, чтобы заниматься в этот весь сезон, да, тренировочный, с максимальным приложением сил. И поэтому этот турнир мы организуем в начале октября. Ну и, соответственно, победители этого турнира будут готовиться к тому, чтобы войти в состав сборной команды республики и выступать уже на соревнованиях в Дальневосточном регионе и в России. Ближайшие соревнования когда будет? Ближайшие соревнования пройдут 28 ноября. Это также традиционный турнир на памяти Брюса Ли. Вот там у нас приезжают спортсмены с улусов, и, соответственно, в прошлом году у нас было более 100 человек. Надеемся, в этом году тоже будет больше 100 спортсменов. Ну и, пользуясь случаем, я хочу поздравить наших друзей из Федерации Гинцинкан. Я хочу поздравить лично Селестина Яновича, моего друга, с такой знаменательной датой. Пусть всегда Федерация Гинцинкан развивает свое присутствие не только в российском пространстве, но и во всем мире. Успехов и дальнейшего процветания.
Как вам соперники сегодня на турнире? Соперники сильные, они были тяжелее меня. Моя весовая категория 65 килограмм, я вот выступал 75 килограмм. Соперники сильные, тяжелые, дали бой. Тарас, скажите, пожалуйста, как вам сегодня турнир прошел? Все здорово, все замечательно. Хорошо отбились. Как участники? Все ребята хорошо выступили, каждый по-своему гордится. Вы в каком весе выступали? До 60 килограмм весовая категория. Ну как соперники вообще, честно, по чесноку скажите? Ребята вот меня моложе были, резвые, быстрые. Чё. Удар тоже есть у ребят, молодцы. Ну, в целом все хорошо, что можно сказать. На этом все, дорогие телезрители. Смотрите передачу «Мой спорт», занимайтесь спортом. До свидания. Объединение спортивных нард Республики Алмазные Зары проводит турнир по длинным нардам. 29 октября в City Life сразятся мастера логики за титул победителя. Заявки принимаются по телефону 730306. 730306. Компания «Мегафон» стала генеральным партнером социального проекта «Сахакар». Станьте участником, и вы будете получать скидки до 30%. Планируем делать скидки до 50%. Обладатели карты будут иметь 10%. Арифлейм выбирает Сахакар. Топ-модели выбирают лучшие. Сахакар. Будьте на волне моды с нашим магазином «Гланс». Вместе мы можем больше. Генеральные партнеры проекта – оператор сотовой связи «Мегафон», меховой салон «Снежный барс», выставочный салон «Дверной союз». Одежда для спорта и отдыха. От простой до профессиональной. От ведущей российской фирмы Rock Pillars. Не отказывайте себе в удовольствии. Играйте в пейнтбол даже зимой. В специально оборудованном, теплом и удобном помещении. Место встречи – Тирзавод. Подробности по телефону 755 880.